Здравствуйте! Вы смотрите актуальное интервью в студии Валерия Наумова. Дорога на Магадан. Акционерная компания «Железные дороги Якутии» и АО «Инвестиционная компания РЖД Инвест» подписали ряд договоров на предварительную проработку вариантов реализации строительства железнодорожной линии Нижний Бестях-Магадан. Напомним, в августе 2020 года состоялась экспедиция по сбору материалов для подготовки предварительного обоснования инвестиций в строительство новой железнодорожной линии Нижний Бестях-Магадан. Когда пойдут поезда из Якутии в Магадан, расскажет гость студии Василий Шимохин, генеральный директор акционерной компании «Железные дороги Якутии». Василий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Валерий. Расскажите, пожалуйста, с какой целью вообще планируется вот это строительство железной дороги до Магадана и какой экономический эффект ожидается после ввода новой ветки? Ну, безусловно, строительство железной дороги до Магадана является такой опорной, железная дорога всегда является опорной частью любой транспортной системы. И дорога на Магадан, она действительно уже задумывалась давно. Еще перед войной был уже разработан план Тында-Хандыга. Первоначальный участок был до Тында до Хандыги. Но, к сожалению, за эти годы по разным причинам смогли достроить дорогу только до Якутска, а этот участок остался не задействованный. В районе тяготения к железной дороге находится большая масса горнорудных предприятий, которые на сегодняшний день испытывают трудности в доставке груза для разработки, вывозке готовой продукции. И самое главное, получается, что мы начинаем задействовать еще один выход к Тихому океану, к порту Магадана, который на сегодняшний день, конечно же, не загружен и является такой стратегической возможностью вывозить дополнительно груз. Я могу сказать, что примерно железнодорожный тариф, вот мы видим, что сегодня из Нерюнгри активно отправляется миллионы тонн грузов. И они идут в порты Дальнего Востока, в Находку, во Владивосток. Там всегда затруднена доставка, эти порты перегружены на сегодняшний день. Тем более у Российской Федерации в последнее время появилась большая возможность по транзиту контейнеров, потому что резко возросли морские перевозки, и об этом все сегодня говорят, и на 30% транзитных контейнеров по Транссибу, по БАМу увеличился. И туда все сложнее и сложнее отправлять наш уголь. Так вот, тариф с Нерюнгри до, скажем, до Владивостока, он примерно такой же тариф, как с Нерюнгри до Магадана. 1500 километров что туда, тариф примерно одинаковый. Поэтому, конечно, уже рассматривается более интересный выход к морю. И, вы понимаете, будут задействованы многие наши предприятия, которые сегодня, скажем так, находятся в спящем состоянии. Это и азерянские угольные месторождения, это и Джибарики, Хая. Да даже наш кангаласский уголь, та брикетная фабрика, которая планировалась строить, она будет в полной мере задействована с прямым выходом на Магадан. Это большой, конечно, с точки зрения экономического эффекта в целом для двух регионов, для Магадана и для Якутии, и в целом для того населения, которое, так сказать, тут в зоне находится. А какими силами предстоит строительство? И, возможно, вы можете уже предположить, какие сроки на это могут уйти? Ну, это действительно только можно предположить, потому что какими силами? Осталось примерно 2 года по окончанию строительства или, надо сказать, скажем, увеличения мощности БАМ-2. Когда-то, когда был построен БАМ, потом некоторое время к нему очень, так сказать, отрицательно относились, говорили, что это дорога в никуда, что по нему возить нечего. Сегодня там резко увеличились объемы, и вся страна вынуждена, так сказать, строить, и военные приехали строить БАМ. Это широко освещалось, в том числе и вашими коллегами. Вот. И сегодня, в течение 2 лет, 22, 23, к 24 эта программа должна закончиться. И, безусловно, там высвобождаются достаточно квалифицированные железнодорожные строители, в том числе и военные строители. И, безусловно, за 2 года, которые сейчас предшествуют, по-хорошему необходимо разработать все технические решения для того, чтобы этих строителей, затем, как в свое время, в 1985 году после окончания Байкало-Амурской магистрали, всех строителей отправили на строительство Амуро-Якутской магистрали, нашей Беркакит-Томот-Якутской, мы ее строили, так сказать, достаточно долго, то теперь после этого можно направить эти силы на строительство дороги до Магадана.
А вот в августе по маршруту будущей железной дороги проехали специалисты. Это строители, инженеры, ученые. Каким выводом пришли участники разведочной экспедиции по техническим возможностям укладки железнодорожного полотна? Позволяют ли вечно мерзлые породы сделать эту дорогу безопасной? Дело в том, что сразу, когда вот эта организовывалась экспедиция, в рамках экспедиции практически всю экспедицию сопровождали наши специалисты якутских железных дорог. И вот тот опыт эксплуатации почти 1000 километра железных дорог от Беркакита до Якутска, который проходит действительно в разных условиях. И в районе Нерюнгри мы поднимаемся на 1500 километров перевал, и здесь уходим под Якутском, уходим на вечно мерзлые грунты, где имеются и просадки, и все, вот, ну, все сопутствующее с этим мероприятия. Действительно, вот эта комиссия проехала, рассмотрела несколько вариантов строительства железной дороги. Просматривается сегодня наиболее 2-3 таких наиболее выгодных маршрута, наиболее таких оптимальных с точки зрения строительства. А вечная мерзлота, она нас уже не пугает, мы научились с ней работать, ее эксплуатировать и достаточно неплохо по ней работаем. А расскажите, пожалуйста, о чем договорились акционерная компания «Железные дороги Якутии» и РЖД «Инвест», заключив ряд документов? Вы знаете, РЖД «Инвест» – это сегодня, надо сказать, с точки зрения инвестиционных компаний, одна из наиболее в транспортной сфере, я еще раз подскажу, что именно в транспортной сфере наиболее одна из таких квалифицированных и мощных компаний, которая привлекает средства для решения узких транспортных коридоров, проблем, где-то подходом к порта и так далее. У них очень большой портфель заказов, где они работают, инвестируют, возврат инвестиций обеспечивают. Поскольку эта компания является стопроцентным предприятием российских железных дорог, государственной монополии в области железных дорог, поэтому договор с ними мы заключили для тех целей, чтобы они просчитали варианты, просчитали инвестиции, возможность возврата инвестиций как через, скажем, железнодорожный тариф, через какие-то гранты и так далее. То есть их задача, как крупных специалистов в области транспортного проектирования, транспортного прогнозирования, именно обеспечить оптимальный вариант строительства этой железной дороги. Новая железная дорога соединит два региона, то есть нашу республику и Магаданскую область. Какие перспективы для экономического развития открывает будущая дорога? Очень много. Если так, даже я вот, отвечая на этот вопрос, наверное, даже не знаю с точки зрения какой выбрать. Если это с точки зрения производственной, то да, заработает масса предприятий и так далее. С точки зрения доступности населения, скажем, к центральным регионам, помимо авиационных, это тоже да. С точки зрения выхода на морской порт, это третье направление, которое есть. Да и вообще развитие территории всегда происходит, так сказать, когда проходит стабильная железная дорога. Мы же тоже понимали, когда с трудом строили якутскую железную дорогу до города Якутска, тоже многие говорили, да, вот тут вряд ли что-то здесь получится и так далее. Тем не менее, 2-3 года эксплуатации якутских железных дорог показали растущие объемы как перевозки в сторону Якутска, так и со стороны Якутска. Поэтому это для двух регионов, особенно для Магаданской области, это, наверное, спасительный круг для его экономики, вообще предприятий и организаций Магаданской области. Василий Владимирович, расскажите, пожалуйста, какие будут сделаны дальнейшие шаги по реализации этого масштабного проекта? Вы знаете, сейчас мы подготовим исходные данные, цифры, чтобы мы понимали, сколько это будет стоить, какое расстояние, сколько это, что можно увезти, какие миллионы тонн, откуда формирование грузов, транспортных коридоров. Мы сегодня много говорим скажем, там, о Северном морском пути. Скажем, вот это направление позволяет по якутским железным дорогам вести транзит, скажем, контейнеров с перевалкой в Магадане и по Северному морскому пути. То есть есть разные уже сегодня предложения, и на нас выходят разные предприятия, получив уже первичную информацию о том, что эта работа проводится, с предложениями рассмотреть различные варианты транспортировки грузов.
Следующим этапом, конечно же, будет это, как говорится, политическое принятие решения. Когда будут все цифры, и российские железные дороги в первую очередь, и Минтранс, и администрация президента Российской Федерации будет принимать это решение. И как только решение, понятно, что это не быстро, такие решения достаточно долго взвешенно принимаются, потому что это не простой проект, и стоит достаточно он, надо сказать, будет дорого. Поэтому, безусловно, тут будут и за противники, и против противники. Поэтому приниматься решение будет взвешенное, но в любом случае должно быть политическое решение для этих целей. И я думаю, что оно будет положительным. А давайте поговорим о деятельности вашей компании. Чем порадовал вас текущий год? Возможно, у вас были какие-то трудности, и как вы с ними справились? Ну, трудности у каждого предприятия бывают, и каждое предприятие по-своему с ними справляется. Но, безусловно, этот год, как всегда, мы заканчиваем очень хорошо, на позитивной ноте. Во-первых, так сказать, в этом году нам удалось увеличить количество, конечно, пассажиров в перевозке. Тут, конечно, сыграли роль закрытия аэропортов, проблемная вещь, которая была, но мы обеспечили вывозку всех пассажиров. Здесь у нас там кратное увеличение перевозки пассажиров, в соответствии с этим проработка новых маршрутов и так далее. Второе, это то, что наконец-то угольные предприятия, которые тяготеют к нашей железной дороге, в частности Колмар, Долгучан, еще ряд предприятий, в основном закончили, так сказать, процесс, скажем так, строительства своих предприятий, строительства своих мощностей, наращивания своих мощностей. И надо сказать, что и цена на рынке энергоносителей угля тоже увеличилась. И тут, конечно, мы достигли определенных, так сказать, рекордов. Вот прошлый месяц, октябрь, позволил нам понимать, что мы за один месяц отгрузили только угля 600 тысяч тонн. И мы уже идем с перевозкой груза на север сюда, по северному, так называемому северному завозу, плюсом почти на 20% к прошлому году. То есть показатели очень хорошие, растет производительность труда, и надеемся, мы к концу года и свой коллектив порадуем хорошими премиями и повышением, так сказать, на следующий год уровня заработной платы. Это тоже надо сделать. А какие задачи вам предстоит решить в следующем году? Возможно, вы уже что-то поставили себе для решения, для целей? Ну, что-то мы ставим, что-то нам ставят учредители, в частности, и правительство Якутии. Была поставлена задача – это организация пассажирских перевозок и организация пассажирских перевозок до Владивостока. Мы в этом году начали эту работу. Достаточно, так сказать, сложно, потому что идет реконструкция БАМа, станции берутся так называемые окна, периоды, когда железная дорога там разбирается, и на ней идет работа, когда невозможно движение. Поэтому было затруднено движение определенное. Но, тем не менее, мы начали пассажирскими поездами ходить до Тынды, уже прямым поездом, с рестораном нашим якутским и так далее. Вот. Сейчас задача стоит, и буквально 2 дня назад состоялась встреча председателя правительства Якутии с генеральным директором АО РЖД, и нам от 2 учредителей была поставлена задача в феврале-марте запустить скорый поезд Якутск-Владивосток. Для этого нужно порядка 60 вагонов пассажирских. Мы в парке имеем, конечно, поменьше. Сегодня мы активно отрабатываем с Тверским заводом, производителем вагонов. До конца года должны получить новые вагоны-рестораны и так далее. То есть для нас это такая хорошая целевая задача, как говорят строители, для того, чтобы обеспечить вот такой за 2 суток с небольшим доставку пассажиров из Якутска до Владивостока, до Благовещенска. Это традиционно наш такой маршрут, где очень в этом году пользовался он таким спросом со стороны населения, потому что там за 2 месяца уже на многие были проданы билеты. Мы, конечно, увеличиваем количество, так сказать, вагонов, там, рейсы и так далее. С этой стороны мы должны сделать. И вторая целевая задача – это группа компаний «Мечел». В этом году начала в районе примерно 100 километров от Нерюнгри, начинает разработку рудного месторождения, и мы должны построить отдельную станцию
для того, чтобы обеспечить перевозку вот для группы компаний «Мечел» руды на территории на их в район Челябинска для перевозки руды. Это что касается, вот, скажем, производственных задач. Ну а по социальным задачам мы продолжаем, безусловно, строительство жилых домов для сотрудников и в поселке Нижний Бестях, и в этом году в Тамоте начинаем строительство, развиваем предприятие в полном объеме. Надеемся, что и следующий год будет таким же успешным, с такими же хорошими показателями, которые у нас заканчивается этот год. Ну и, конечно, чтобы не было безаварийности, чтобы все были привиты, во-первых, все должны быть привиты обязательно, ну и, конечно, не болели. Спасибо вам большое, Василий Владимирович, за то, что пришли, ответили на наши вопросы, развернуто. Желаем, чтобы все ваши цели обязательно реализовались. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Ну а я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.